Доброго воскресного вечера. На канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Срывал крыши, валил деревья и электроопоры. Жертвой ураганов в Башкирии стали десятки домов и сельхозпредприятия. Предварительный ущерб – миллионы рублей. Выпал град. Конец урожаю. Град размером с куриное яйцо побил не только урожай, но и стекла автомобилей. Лечение высокими технологиями инфекционный центр под Уфой возвели в рекордные 55 дней. То, что я сегодня увидел, на мой взгляд, это великолепные инженерные решения, технологические, медицинские. На очереди строительство Республиканского центра детской онкологии. Одобрение Минздрава России получено. Особая зона, особые условия. Никогда еще на развитие экономики не выделялись такие суммы. Михаил Мишустин одобрил создание в Башкирии экономической зоны Алга. Сотни миллиардов в экономику, тысячи рабочих мест. В Ишимбае вырастет один из крупнейших в Азии газохимических кластеров. В стиле пандемии 2020. Никакого праздника, меня сначала закрыли. Последний звонок в наушниках, одноклассники на экране, скриншот на память. Как выпускники прощались со школы в онлайне и без спиртного. 3 телевизора и ни одного собеседника. Они не уехали, они все в Царство Небесное ушли. 14 лет самоизоляции. Последний житель деревни Кирилла Кармасан отказался от общения с внешним миром задолго до того, как это стало мейнстримом. Итак, на Башкирию сегодня обрушилась настоящая буря. Десятки домов остались без крыши и электричества. Ураганный ветер прошелся по Чекмагушевскому району. Эти кадры сделаны в селе Узмяш и Юмашево. Повалены деревья и электроопоры. Населенные пункты обесточены, электричество на данный момент еще не восстановлено. Жертвой природной стихии стали крупные сельхозпредприятия. Буквально за секунды ветер сорвал крыши с 3 ферм СПК «Базы». Люди, животные, которые в это время были в здании, к счастью, не пострадали. А вот сами фермеры подсчитывают сумму ущерба. По предварительным расчетам это уже миллионы рублей. Повреждены крыши домов. По фермам крыши сорваны по Юмашской молочнотоварной ферме, также у Ивлатовской фермы молочнотоварной фермы, и Узмяшской молочнотоварной фермы и откормочная площадка деревни Старобекино. Но в основном повреждения по старым помещениям. Пока определить размер ущерба будет сложно. В пределах, наверное, 5 миллионов мы отремонтируем эти помещения. Крыши заменить надо в основном. Циклон прошелся также по Чишминскому, Иглинскому, Благоварскому и Уфимскому районам. Практически на всех видео, что присылают нам телезрители, выпавший крупный град. Все, что было высажено в открытый грунт в частных подворьях, повреждено. Садоводы собирают лед лопатой. У нас последний день весны. Выпал град. Конец урожаю. Пострадали не только насаждения в огородах. Град шел с такой силой, что лед побил даже автомобили. Полчаса ледяной бомбежкой, разбитые стекла и остались вмятины на капоте от майской непогоды. Ну и к другим темам, пожалуй, главная новость этого дня. Минздрав одобрил вакцину против коронавируса. Она должна поступить в медучреждения страны уже 11 июня. Речь идет о препарате Авифавир, созданном на основе японского фавипиравира. На лекарство в нашей стране возложены большие надежды. Его эффективность выше 80%. При этом исследования будут продолжаться, поскольку его использование сопряжено с рядом осложнений. В ходе своего визита в Уфу министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал особенности применения препарата. В аптеке он не поступит. У него есть определенный гепатотоксический эффект у этого препарата, поэтому мы даем на него разрешение по новой версии, это регистрация на условиях для этого препарата. И этот препарат будет использоваться только в стационарных условиях, и по нему есть жесткое ограничение в плане обращения, он не может обращаться без маркировки.
Между тем, 36 человек с диагнозом коронавирусной инфекции находятся в тяжелом состоянии. 9 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональный оперштаб. За сутки выявлено еще 75 инфицированных. Таким образом, общее количество больных COVID-19 в регионе составило 3260 человек. Свыше 1000 из них уже выздоровели. За весь период от коронавируса в регионе зафиксировано 18 смертей. 55 дней для рекорда. В Уфимском районе накануне состоялось официальное открытие Республиканского клинического инфекционного центра. Объект возвели действительно менее чем за 2 месяца. Азат Садриев знает, когда в лечебные учреждения начнут принимать первых пациентов. 1 июня манекенов заменят пациенты с диагнозом COVID-19, шансы которых на выздоровление теперь заметно выросли. Медицинское оборудование, аппараты ИВЛ в достаточном количестве, квалифицированный персонал, который уже имеет опыт лечения коронавируса. Глава республики Ради Хабиров и федеральный министр Михаил Мурашко осмотрели боксы пациентов, отделение реанимации и терапии. То, что я сегодня увидел, на мой взгляд, это великолепные инженерные решения, технологические, медицинские. Все увязано за столь короткий промежуток времени. Но еще раз повторюсь, это рекордные сроки. Мы приняли решение построить этот госпиталь. И благодаря этому, благодаря тому, что мы довольно большое количество коек прооперировали, мы спокойно приняли этот удар. Конечно, он тяжелый, конечно, есть больные, конечно, есть погибшие, о чем мы переживаем. Но, тем не менее, мы не дали этому удару снести, скажем, систему здравоохранения, нанести такой сильнейший удар по здоровью наших жителей. Первый камень в основании будущей инфекционной больницы заложили 28 марта. В пиковые нагрузки на объекте круглосуточно трудились до 1200 рабочих. Строители и проектировщики опирались на самые современные технологии, которые, в частности, использовались в китайском Ухане и Москве. А расположение корпусов в виде цветка курая не только привязка к башкирскому региону. Именно вот эта форма, она позволяет более эффективно и более комфортно для медиков работать. Именно в том плане, что существует единая цельная связь между реанимацией и лечебными боксами, которая позволяет в случае, если пациенту в лечебном боксе становится хуже, быстро перебросить к нему бригаду реаниматоров. Каждый бокс имеет отдельный вход, к которому больных коронавирусом привозят прямо на каретах скорой помощи. Внутри созданы все условия. Есть собственный туалет, душевая, раковина, вода идет. Этот бокс рассчитан на одного пациента, также есть 2- и 3-местное размещение. В обычном режиме инфекционный центр будет принимать 100-150 пациентов. В случае же чрезвычайной ситуации мощности медучреждения могут быть увеличены до 470 человек. Работать здесь предстоит врачам, но пока главные герои – строители. На церемонии открытия Ради Хабиров поблагодарил их за труд и вручил государственные награды. Михаил Мурашко отметил лучших медиков-инфекционистов, присвоив им звание отличников здравоохранения. Мурзабулатова Ильсияр Хамзиевна, врач клинической лабораторной диагностики лабораторно-диагностического отделения. Будут инфекционные больные разного профиля, потому что у нас основное здание республиканской больницы инфекционной, оно уже, как говорится, не соответствует современным технологиям и современному стилю. То есть и оно уже, ему 110 лет, то есть оно давно построено. И там недостаточно, как здесь, боксированных палат. В новом центре их будет 100, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. При возведении объекта использовались быстровозводимые конструкции, материалы на площадку везли со всей республики. Во время пандемии производители получили крупный заказ и легче смогли перенести непростое время, а строители дали гарантию на свою работу в полвека. Азат Садриев, Ильшат Казакулов, Марат Юнусов. Итоги недели. Уфимский район. Министр здравоохранения России также поддержал инициативу создания в Уфе Республиканского центра детской онкологии и гематологии. Его планируют возвести на базе РДКБ. Михаилу Мурашко показали одно из ведущих учреждений, которое оказывает медицинскую помощь детям. Кроме того, уже этим летом пациентов сможет принять новый корпус Республиканского онкоцентра. В новом 9-этажном здании разместятся стационар на 240 коек, поликлиника на 450 посещений в смену, а также профильные отделения.
Глава Минздрава отметил, что несмотря на ситуацию с коронавирусом, финансирование здравоохранения не сократится ни на рубль, даже наоборот. К примеру, в 2020-м для лечения онкологических заболеваний в 2,5 раза увеличены закупки лекарств. Я докладывал Михаилу Альбертовичу, действительно у нас в республике есть программа такая, что мы за первое выявление онкологического заболевания в ходе первичного звена мы выплачиваем 5000 рублей врачам. И по факту мы даже как-то посчитали, что все те деньги, которые платит бюджет нашей республики на выплату этих 5000, они порой в конечном счете стоят меньше, чем лечение 2 или 5 больных онкологических, потому что это очень тяжелое лечение. И поэтому наш министр вышел к нам с предложением даже увеличить эти выплаты, и мы вполне готовы это рассматривать, и может быть это будет очень эффективная норма. Возможность привлечения федерального софинансирования Ради Хабиров и Михаил Мурашко обсудили на территории Республиканского кардиоцентра. На сегодня здесь выполняется порядка 20 тысяч операций. Из них более 5 тысяч по программам оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году стартовала реконструкция, которая предусматривает строительство нового хирургического корпуса, а также реновацию существующих помещений. Ну а в завершении своего рабочего визита Мурашко побывал в колл-центре БГМУ, где встретился с волонтерами. Он поблагодарил студентов, отметив, что их помощь многое значит в этот непростой период. Ну и пока палаты инфекционного центра пустуют, в отличие от уже развернутых ковид-госпиталей, клинику БГМУ и 8-ю больницу Уфы перепрофилировали одними из первых. Никто из персонала не отказался работать в новых опасных условиях, не видя семью в душных костюмах. Говорить об этом можно много, но лучше один раз увидеть. Моя коллега Анастасия Ильчебаева снимала медучреждение, когда они только готовились принять первых пациентов, а теперь уже сама увидела и, что называется, испытала на себе, что такое работа в красной зоне. Ну все, удачи, быстро. Мы в космос. Ага. Называет красную зону наш проводник Леонора Нурфаизовна, заведующая отделением. Отчасти из-за костюмов. Врачей, кстати, работающих в ковид-госпиталях, иногда зовут коронавтами. Заходим через дверь. Движение лишь в одну сторону. А заходить в чистую зону через другой вход. В первые дни работы госпиталя в красную зону бывало уходили на смену по 12 часов. Пациентов поступало много. Да и все было впервые. А сейчас у Леоноры Нурфаизовны и ее коллег уже вторая вахта. Оказалось, можно привыкнуть и к душным костюмам, и к давящим маскам, и к жажде. Зато потом на выходе опустошить за раз литровую емкость. Обход пациентов. Она постарается зайти каждому. Осмотрит, выслушает и поддержит. Надо активист, немножко вставать, двигаться, дышать все время, лежать не надо, ладно? Дыхательную гимнастику, к окну подходите немножко, да. Все хорошо будет, все хорошо, все молодцы у меня. Привычное расположение отделений недействительно, как и разделение медиков на узкие специальности. Врачи, ревматологи, урологи, хирурги – все они сегодня инфекционисты. И даже самые опытные признаются, такого не видели никогда. Тут и правда. Можно сказать, в красную зону, как в космос летать. COVID-19 такой же неизведанный. Медики доверяют клинической картине, которую наблюдают и лабораторным исследованиям. А тут часто бывает, что эти показатели расходятся. Очень часто мы видим на КТ изменения, не характерные для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо. То есть массивные изменения на КТ, а пациент не чувствует ничего. Единственным жалобой может быть это покашливание, периодически температура субфебрильная. И трудности диагностики заключаются именно в этом. Еще трудность в том, что ухудшение самочувствия наступает внезапное, то есть поэтому данная категория пациентов должна быть постоянно под круглосуточным движением в течение времени круглосуточного наблюдения. Тяжело дышать, поэтому заговариваются, особенно под конец смены. Они не могут даже присесть. Помогает взаимная поддержка и от коллег, и от пациентов. Внимательно очень относятся, каждую просьбу нашу выполняют. Очень благодарны. Мы такие тяжелые поступили, сейчас вылечиваемся. Очень плохо чувствовала, запах не чувствовала, аппетита совсем не было. Вся грудь, вся спина болела. Фаниза Хабирова – медсестра 21-й больницы. Здесь лежит уже почти 10 дней, так что она уж точно понимает, как тяжело коллегам. У Леоноры Нурфаизовны в ковид-госпитале работает медсестрой дочка Диана, студентка БГМУ. Вот только видятся они реже, чем до пандемии. Ну, с какой-то стороны, да. То есть психологически мне легче, что со мной рядом родной человек. День часа 2 активного времени. Да?
и только не сколько в разные смены, потому что как бы наша работа не заключается только отдел костюма, здесь смотришь больных. Очень много бумажной работы, оформление истории болезни, там, проведение назначения, отбор медикаментов. Это все в чистой зеленой зоне, там тоже по 10 часов обычно каждый работает, помимо того, что здесь по 6-7 часов. Конечно, вроде много времени, да, привели, и уже вот такие вот следы на лице у нас. Переведен из Давлеканова, инфицированной ковид-инфекцией, плюс у него была уже сопутствующая патология, которая требовала немедленной экстренной операции. Это уже 8-я больница. Сюда преимущественно доставляют зараженных коронавирусом, которым нужно хирургическое вмешательство. Обычной болезни никто не отменял. И врачам приходится также по несколько часов оперировать в костюмах, масках, очках, а поверх еще стерильные халаты и дополнительные перчатки. И несмотря на это, каждый хирург здесь, ставший сегодня инфекционистом, можно сказать, борется за очередь оперировать. Привыкли каждый день оперировать, соскучились по операции. Каждый любит свою работу, каждый хочет, тем не менее, делать свою работу. Глава республики поздравлял его со спасением женщины беременной с ножевым ранением. Рябоков Алексей Михайлович, врач-хирург Государственной клинической больницы номер 8 города Уфа. Под маской и не узнать, разве что по глазам. Сегодня он работает с ковид-пациентами. Его жена трудится в этой же больнице, но в чистой зоне. Отец тоже врач и тоже хирург. Недавно произошла интересная история. Судьба не иначе. Лидию Александровну доставили в больницу из Ишимбая. Пенсионерке была необходима ампутация пальца на ноге. И так получилось, что в родном городе ее когда-то оперировал отец Алексея Широбокова. Убедилась, талант по наследству передается. Вчера перевязывала, посмотрела пальчик, говорит, хотела бы я снять швы, но нет. Я, говорит, с Алексеем Михайловичем посоветуюсь, с Широбоковым. Вот. А я говорю, что-то Михаил Григорьевич, что приедет сюда мой палец смотреть, с Ишимбая. Знаете, вот это просто какая-то наивность у меня. Она так улыбнулась и говорит, а это его сынок. Я говорю, надо же, говорю, какая, говорю, красота. Вот таких бы больше врачей иметь в России, и, наверное, мы бы Израиль перещеголяли. Больше всего Лидия Александровна переживала за операцию на ноге, ведь симптомов коронавируса, кроме температуры, практически не ощущала, а врачи видели другое. Клинически есть изменения, понимаете? Сколько у него получается, вы говорите, поражение? Сейчас 28. А было? Было около 50. И вот что, у него вообще не было ни одышки? Ничего. Некоторые же 100% поражением легких он ходит, а так в втором этаже такие. В больницу Лидия Александровна попала в день своего 65-летия, 15 апреля. Перешла, так сказать, в зону риска, уже заболев. Она очень ждет, когда сможет вернуться домой к детям и внукам. И тут пациенты и врачи едины в своих желаниях. Они тоже ждут момента, когда обнимут родных, когда их полет в космос, наконец, завершится. Анастасия Ильчебаева, Булат Садриев. Итоги недели. Но это лишь малая часть материала из красной зоны. Специальный репортаж Анастасии Ильчебаевой смотрите во вторник в 20:45. Ну и еще одна новость недели. В Башкортостане создана особая экономическая зона Алга. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Территория образована в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов республики по инициативе главы региона. Первые резиденты есть. Мало того, почти половина площади Алги уже зарезервирована. А это, на минуточку, 470 гектаров. Особая зона, особые и условия экономики. Екатерина Тимиряева о деталях проекта. Швейная компания «Аркада» и комбинат рабочей одежды – первые резиденты новой особой экономической зоны Алга. Планы грандиозные. Начали создавать предприятие, которое станет в Ишимбае, по задумке инвесторов, одним из крупнейших. Несмотря на непростую ситуацию в экономике из-за пандемии коронавируса, резиденты рассчитывают выпускать в месяц до 70 миллионов медицинских масок и завоевывать новые рынки сбыта. Мы благодарны правительству за то, что оно наконец подписало этот указ о создании экономической зоны Алга. Мы ее ждали уже полгода, и уже проводили какие-то необходимые мероприятия для того, чтобы начать активно работать в плане строительства и возведения новых корпусов, новых производств. Для республики, я думаю, это будет большой экономический подъем после того, как эта зона заработает.
Конечно, будет намного легче. В части будущего, после подписания и утверждения особой экономической зоны, хочу сказать, что в течение года-полтора будет построено предприятие. Данное предприятие позволит, оно, я бы сказал, станет одно из градообразующих данного региона. Ишимбайский район в режиме ожидания с осени 2018 года. Тогда глава республики Ради Хабиров впервые объявил об идее создания новой экономической зоны Алга. Для муниципалитета она открывает большие перспективы. Для Ишимбайского района, для социально-экономического развития нашего района дает мощный импульс, толчок. Это занятость населения, это налоги наши, НДФЛ, которые, естественно, будут перечислены в бюджет Ишимбайского района. Свои планы войти в особую экономическую зону Алга подтверждали 7 резидентов. В разработке еще 11. И это не предел. До 2025 года республика должна построить инженерную, транспортную, социальную и прочую инфраструктуру. Она включает в себя электросети, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, сообщение с Куйбышевской железной дорогой, автомобильной Уфа-Оренбург. Размещена в пределах Стерлитамакского промузла. Резидентам предоставляется возможность применения ускоренной амортизации и понижающего коэффициента на аренду земельных участков. Также действуют льготы по налогам, направленным в региональный и местный бюджет. Проект должен стоить не менее 120 миллионов рублей. Из них обязательное условие не менее 40 миллионов вложить в первые 3 года. Башкортостан вложит в создание новой экономической зоны Алга более 6 миллиардов рублей. Общая площадь участков зоны, по 2 в каждом районе, составит 470 гектар. Из них более 200 уже зарезервированы под проекты. В республике, несмотря на пандемию из-за коронавируса, бизнес получает беспрецедентную поддержку. Нагрузка на наш бюджет, конечно, беспрецедентная. Только на реализацию первоочередных мер по поддержке экономики у нас будет направлено порядка 30 миллиардов рублей. При этом мы продолжили строить объекты в рамках республиканской адресной программы национальных проектов. Никогда еще на развитие экономики не выделялись такие суммы. Раньше бюджет был полностью направлен на зарплаты, поддержку малоимущих, социальные и инфраструктурные поддержки. Ряд экспертов считают, что экономическая зона Алга может оказаться успешной даже во время кризиса. Она удобно расположена в плане коммуникаций, и это даст толчок для развития новых промышленных производств. Более того, это положительно повлияет на экономику всего Поволжья. Она сможет стать драйвером развития, потому что особая экономическая зона привлекает к себе инвестиции, но это не только деньги, это и технологии. Инвестиции всегда приходят с новой технологией. И в-третьих, это рабочие места. Поэтому, привлеча деньги, зона позволит увеличить объем экономики. Привлеча технологии, зона позволит дать скачок в технологическом плане. А дав рабочие места, она решит социальные и социально-экономические проблемы людей. Российская экономика находится в состоянии довольно сильного кризиса, как и вся мировая экономика. Однако эта особая зона имеет некоторые особенности. Она очень доступна и удобно в плане коммуникации расположена. И это даст возможности, как мне видится, для развития новых производств именно промышленного типа в этой сфере. Такая зона с наличием таких ресурсов и со столь выгодными условиями в плане налогов, они чрезвычайно выгодны, может оказаться чрезвычайно успешной и обеспечить региону новые инвестиции и много рабочих мест. Те компании, которые намерены стать резидентом, должны направить заявку в Минэкономразвития и инвестиционной политики Башкортостана. Это новые возможности и для бизнеса, и для республики, и для всей страны. Екатерина Тимиряева, Азат Садреев, Вадим Исламов, Азат Ишбулатов. Итоги недели. Выпускные в Башкортостане пройдут традиционно, если республика к концу июня выйдет на 3-й этап снятия ограничений. А вот последние звонки уже прозвенели все-таки онлайн. Формат уникальный для такого праздника. Несмотря на то, что школьники остались дома, выпускники все же надели костюмы, девушки повязали белые банты и надели фартуки. Подробности у Лилии Курбановой. Обычно в это время актовый зал был бы украшен шариками и ленточками. Звучала бы громкая музыка и смех выпускников. А еще у 94-го лицея каждый последний звонок не повторяет предыдущие. В этом году школьники выбрали стилистику крестного отца. Но в итоге выбор сделало все-таки время. Тема точно неповторимая. Самоизоляция 2020.
Колокольчик в этом году не в руках первоклассницы, которая должна была сидеть на плече у выпускника. Вместо этого флешмоб в сети. Онлайн и совместные фотографии. Не вживую, а на экране монитора одноклассники в лентах с надписью «Выпускник 2020». Многие наряды готовили за несколько месяцев до заветного дня. Форму я собрала из того, что было у меня дома. А ленточки мы заказывали всем классом давно. Я помню, мы очень долго выбирали цвет. И все-таки достали тот бордовый, который мы так хотели. Вот. Так что все сложилось удачно. А почему не красный стандартный? Ну, некрасивый, потому что бордовый выглядит лучше. В прямом эфире слова благодарности от выпускников и воспоминания из школьной жизни. Последний звонок провести все-таки планируют, но позже, когда пандемия завершится. Вот сегодня ребятам я говорила о том, что им, конечно, надо как-то все-таки спокойно провести сегодняшний день, что не надо появляться на улице лишний раз, да, что все-таки надо понять, что 2 месяца не зря должны были быть пройдены вот этих вот испытаний. Кроме того, очное празднование последнего звонка 29 мая в этом году грозило увольнением директорам учебных заведений. Соответствующее заявление сделал глава республики на оперативном совещании. Но, несмотря на запрет, уже традиционный в этот день сухой закон не отменили. Опять же, для того, чтобы не допустить массовых гуляний и тем самым предотвратить новые вспышки заболеваний. Покупатели наши реагируют спокойно. Некоторые расстраиваются, некоторые вспоминают, что да, где-то там видел. В худшем случае показываем объявление, они смотрят, читают, извиняются и уходят. То есть таких грубых там скандалов или ругани такого нет. Даже при желании алкоголь продать не смогли бы. Система не пробивает товар. На экране кассы соответствующая надпись. За нарушение сухого закона штраф. Должностные лица за проданную бутылку вина заплатят минимум 20 тысяч рублей. Юридические – до 300 тысяч. При этом алкогольная продукция изымается. Не вправе торговать горячительными напитками теперь и псевдокафе. Иначе лишение лицензии. Что касается псевдокафе, да, действительно, Курултай принял закон по поводу ограничения. На федеральном уровне у нас принято ограничение в жилых домах. Торговый зал обслуживания посетителей должен быть не менее 20 метров. В республике эту норму увеличили до 25 метров. Знаете про 29 число, что сегодня запрещено? У нас кафе. У вас кафе? А где у вас условия кафе? Чтобы называться общепитом, хоть и только по документам, одной барной стойки теперь недостаточно. Видимо, не все предприниматели следят за изменениями в законах, которые касаются их бизнеса. Очевидно, что отдельного зала со столиками в этом магазине нет, как нет и отдельной уборной для клиентов. Всего их должно быть 2, вторая для персонала. Требования общепита у вас не выполнены, и вы продаете продукцию на вынос. Рекомендуем вам прекратить сегодня продажу спиртных напитков. Данные о вашем заведении будут переданы в Госкомитет по торговле и защите прав потребителей Республики Казахстан. На улицах Уфы 29 мая, если и можно было встретить парней и девушек в красных лентах, то в основном по парам. Алина вышла на прогулку с другом. Фартук и банты на память ради фотографий. Вот сегодня выходили с другом вдвоем пофоткаться, он меня фотографировал. Все, конечно, не собирались, потому что нельзя больше 5 человек собираться, но нам вдвоем в компании хватило. Выпускные. В этом году Министерство просвещения, как и последние звонки, рекомендует провести онлайн. Дата назначена на 27 июня. Однако есть оговорка: регионы, которые к этому времени выйдут на 3-й этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, смогут отметить праздник традиционно, встречая рассвет, а не как напророчила несколько лет назад первоклассница из видеомема. Никакого праздника, меня сначала закрыли, потом харри не дали, ничего нельзя. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов. Итоги недели. Ленинград, Нью-Йорк, Уфа. В башкирской столице может появиться новая достопримечательность. Идею арт-объекта, посвященного Сергею Довлатову, поддержали эксперты всероссийского конкурса «Культурный след». Сейчас уже многие не вспомнят, что знаменитый писатель, который последние годы своей жизни провел в Штатах, родился в Башкортостане. Подробнее о знаменитом эмигранте в материале Артура Шамсудинова. Мы были молодыми людьми и учились в Ленинградском университете. Мы очень увлекались американской литературой, преимуществом которой в первую очередь относились вот эта точность, лаконизм, юмор и выразительность в изображении обыденной жизни. Он считал себя новым американцем, а Нью-Йорк называл своим последним городом, после которого только на Луну. Впрочем, главными героями его рассказов были советские люди, да и сам Сергей Довлатов не скрывал. Первый литературный импульс он получил не где-то там, а в период эвакуации в Уфе. Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам.
Какая чепуха! В описанной истории даже я фигура несомненная. Так что же говорить о Платонове? Вот та самая улица, где, по мнению писателя, произошло его литературное крещение. Довлатову было 3 месяца. Со слов матери, во время прогулки к ним подошел уже известный на тот момент Андрей Платонов и попытался ущипнуть малыша за щечку. Эту то ли реальную, то ли мифическую встречу решили воплотить в арт-объекте, который авторы хотят установить в этом сквере. Это электрический переулок. Это очень символично, потому что первое произведение Платонова называлось «Электрификация». И приблизительно в том направлении находится Амурская улица, где во время эвакуации в Уфе во время войны жил Андрей Платонов. А это улица Гоголя. Буквально вот в 2 шагах отсюда находится дом, в котором родился Сергей Довлатов. И вообще улица Гоголя — это тоже очень символично, потому что, как известно, вся литература, особенно русская литература, вышла из гоголевской шинели. Сергей Довлатов прожил в Уфе несколько месяцев, а не 3 года, как ошибочно полагали некоторые литературоведы. В башкирскую столицу он больше никогда не приезжал. И все же многие современные писатели называют его нашим, угадывая в творчестве местные традиции. Есть такая традиция собирать, значит, короткие байки, анекдоты, веселые истории и рассказывать их о живых людях. Они существуют, их вот Рашид Султангареев об этом писал, например, да. И вот Довлатов собрал 2 книги «Соло на Ундервуде» и «Соло на Айбем». Он создал такие 2 книги, то есть он подсознательно был на этой волне. Годы жизни в Уфе отразились и в творчестве Андрея Платонова. После войны в его пересказе вышли башкирские народные сказки. Андрей Платонов вместе с семьей жил в этом до сих пор сохранившемся, правда, теперь уже бесхозном доме. Сейчас здесь все поросло вот таким плющом. Но именно здесь писатель написал несколько своих художественных произведений до того момента, пока в 1942 году его не призвали на фронт в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда». Судьбы обоих писателей схожи. В советские годы они попали под пристальное внимание чекистов. Платонов умер в 50-х, произведения Довлатова по идеологическим причинам не принимали в журналах. В августе 1978 года из-за преследования властей он эмигрировал из Советского Союза, а в 90-м умер. Большая часть их выдающихся работ, трудов была запрещена, потому что они были нонконформисты, они вступили в конфликт с существующим в то время идеологическим диктатом и, соответственно, писали так, как хотели, но так, как не укладывалось в линию партии. И, соответственно, это 2 очень интересных писателя, их очень оригинальное творчество, которое стало одним из, наверное, краеугольных камней современной уже российской литературы. Но вот 41 год, 42 год, Уфа – это место, где 2 таланта встретились. Изобразить 2 писателей авторы предлагают в необычном формате. Можно, например, пойти по примеру Томска, где скульпторы нестандартно представили Антона Чехова. Идея уфимского арт-объекта «Встреча Довлатова и Платонова» попала в шорт-лист всероссийского конкурса новых достопримечательностей. Теперь осталось самое главное. Идею должны поддержать уфимцы и местные власти. Артур Шамсудинов, Азамат Мухаммедшин и Булат Магданов. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. В Нефтекамске полицейские накрыли казино. Помещение штурмом взяли сотрудники Управления экономической безопасности, следователи и бойцы Росгвардии. По предварительным данным, к организации нелегального игорного заведения причастны 5 местных жителей. В ходе обысков изъяты деньги и документы. Также правоохранители обнаружили скрытую аппаратуру. Заведение официально функционировало как букмекерская контора. Возбуждено уголовное дело. Суд лишил водительских прав бывшего депутата Аскинского районного совета, скрывшегося с места ДТП. Хамита Файзрахманова признали виновным в аварии, произошедшей 20 мая. На большой скорости Файзрахманов на своем внедорожнике влетел в автомобиль местной предпринимательницы. С места аварии виновник скрылся. По словам очевидцев, он мог быть в состоянии алкогольного опьянения. В Уфе птенцов сокола Сапсана закольцевали. Они получили имена Победа, Батыр, Агидель и Май. Пернатые появились на свет на крыше банка Уралсиб. Специалисты закрепили у них на лапках кольца красного и зеленого цветов. Это позволит проследить за миграцией птиц. Впервые сапсанов, символа канала БСТ, на крыше высотки заметили еще в 2006 году. Мальчик, ну что, сопелек у нас уже меньше стало, да, зайка?
В Уфе хозяин жестоко избил свою собаку. Причина – пес от голода съел курицу. Как пояснили активисты, у собаки по кличке Блэк были отбиты легкие. Кровь собралась в огромную гематому, из-за которой не видно было сердце. Вывернуты лапы. Это свидетельствует о том, что животное могли удерживать во время избиения. Также ветеринары сказали, что организм животного обезвожен и предполагают, что пес долго не ел. Несмотря на все их усилия, собака через несколько дней умерла. Житель Стерлитамака спас тонущих мальчиков. Случай произошел на реке Ашкадар. Двое мальчишек 9 и 12 лет, несмотря на то, что сезон еще не открыт, решили искупаться. Течение начало уносить детей. Одного из тонущих спас проходивший мимо мужчина, а после он позвал на помощь спасателей, которые вытащили из воды второго ребенка. Мужчина не стал дожидаться благодарности и отправился домой. Позже спасатели нашли героя, теперь его ждет заслуженная награда. Ну а теперь к истории с лишними нулями. В 2,5 раза объемы ямочного ремонта в Башкортостане в этом году выше прошлогодних. Но здесь не обошлось без нарушений. Об этом шла речь на транспортном часе под руководством Радия Хабирова. Так, контрольное управление выявило нарушение в Аургазинском районе. Муниципалитет до 15 апреля должен был оцифровать все выбоины на дорогах. Затем до 15 мая выполнить 50% объема, а оставшуюся до 15 июня. Однако специалисты выяснили, что в реестр с пометкой «Выполнено» вносились те участки, которые даже не ремонтировались. Ситуация возмутила местных жителей. Обещали ее отсыпать еще в прошлом году. Но до сих пор ничего не сделали. Вроде как на следующий год обещают что-то сделать, но сомнительно очень. Вот эту дорогу в сторону Байкала с трассы до начала деревни работали большие грузы ездили отсюда. И все разбили вот эту дорогу. Дорога была в 80-м году построена. Ни одной ямы, ничего не было. Вот сказали, потом отремонтируют, а ничего не сделали. В районной же администрации считают, что причина произошедшего – человеческий фактор и технический недочет. Специалист, который ответственен за внесение информации в спецреестр, совершил ошибку, приписав 2 лишних нуля, из-за чего на дороге в 14 тысяч квадратов зафиксированы дефекты общей площадью почти 58 тысяч квадратных метров вместо 580, 400 из которых на сегодняшний день фактически отремонтированы. При проведении оцифровки ям в программе СКПДИ, были допущены технические ошибки специалистами, так как программа СКПДИ для нас новая программа, и специалиста не хватило времени изучить полностью, и где-то, наверное, были пробелы, были внесены некорректные информации. Ремонт производился ранней весной, это во-первых. Во-вторых, здесь большегрузная техника ездит. И вообще сама дорога изначально была в очень плачевном состоянии. Самоизоляция длиной в 14 лет. Последний житель деревни Кирилла Кармасан Благоварского района практически не покидает свой дом. Смотрит телевизор, колет дрова и верит, что однажды сможет переехать из вымирающей деревни. Все подробности у Эмили Тимашева. Если отсюда начинать, имущество у меня вот в велосипед. Отправляясь к благоварскому отшельнику, мы явно не ожидали встретить стильного дедушку в шляпе, да еще и в медицинской маске поверх аккуратной бородки. Оказалось, что Равгат Абзалов хоть и ведет аскетический образ жизни, но старается держаться в курсе всех событий. Жалко только поговорить редко с кем удается. Кухня очень маленькая. Здесь всего 2 человека, кто может поместиться. Ну, для меня одного, конечно, пойдет. А родственники у вас есть? Кто-нибудь навещает? Нет, сейчас нету. 14 лет Равкат Абзалов живет в самоизоляции, но не по собственной прихоти. Единственным жителем в деревне Кириллова Кармасан он стал по естественным причинам. Соседи давно скончались. Деревня в прямом смысле вымирает. Не скучно вам одному-то в этой деревне? Ну, скучно. Но за счет чего я сейчас телевизор у меня. Они не дают скучать. Равгат Ахтямович любит смотреть новости и концерты, поэтому телевизоров у него целых 3. Напротив них, как водится, кровать, причем собранная своими руками. Под ней печь, которую сегодня будет топить. Рядом небольшая мастерская, 2 холодильника и все, что осталось от прошлой жизни. Несколько семейных фотографий. Мать, отец, это мы с женой.
Оказалось, что родился Равкат Абзалов в Душанбе, там же учился, работал строителем и женился. Кстати, бывшую супругу и дочь до сих пор не может найти. После развода в конце 80-х он уехал жить в Башкирию и долго не мог получить гражданство, пока не устроился скотником в местный совхоз. И тут приметил этот дом, который еще тогда был заброшен. Новоселье отметил сразу после выхода на пенсию и с тех пор место жительства не менял. Ни магазина, ни автобуса, ни трактора, ну ничего нет. Только тогда появляется транспорт, когда посадка или же уборка урожая. Газа, горячей и холодной воды в доме нет, как, впрочем, и отопления, поэтому топор у хозяина всегда под рукой. Сейчас ему 73 года, и силы уже не те, что прежде, но старается держаться в форме. Одна слабость – зрение подводит. У меня только вот этот глаз видит, а это уже все так, видно. Дорогу найду. Кстати, про дорогу. Похоже, что ее построили специально для Равката Абзалова. От его крыльца до соседней деревни, где есть магазин. Причем, кроме него, по ней никто не ходит. И денег на отшельника, по всей видимости, решили не жалеть, потратив, по данным сайта госзакупок, 18 миллионов рублей. Я не об этом не думаю, что ради меня. Кто я такой, чтобы они ради меня делали? Я никто. Потому что ни сельсовет, никто не приезжает, никто не болеет, не спрашивает. А вот у волонтеров вопросы все-таки появились, и люди решили помочь мужчине. Поэтому не исключено, что отшельник будет справлять новоселье в соседней деревне со всей инфраструктурой уже этим летом. Эмиль Тимашев, Роберт Давлетбердин, Владимир Шевчук. Новости, Благоварский район. Такой выдалась уходящая неделя в республике. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале БСТ.